Вітаю вас у ефірі «Рація», вядоця Євген Волошин. Важная рэч. Як вы памятаеце, раней Лукашенко раскручваў вайсковую рыторыку, так? Вось гэтае вучэнне на мяжы з Літвой. Многія хваляваліся, пачнецца вайна ці не пачнецца, бо это вельмі кепскія наступствы для Беларусі, могуць загінуць шмат людзей, ну а яшчэ гэтая пагроза ядзернай зброі, вельмі кепская гісторыя. Потым Лукашенко паехаў у Крэмль, сустрэчы з Пуцінам, і прасоўваў іншыя наратывы, што мяжа з НАТО вельмі працяглая, я не змагу яе прыкрыць, мяжа з Украінай все забетаніравана, прайсці немагчыма. Гэта сведчыць пра канфлікт інтарэсаў паміж Пуцінам і Лукашенкам. Лукашенко спрабуе пазбегнуць перспектывы такого уцягвання ў поўнамаштабную вайну, кажа, што Расіі там патрэбная, Беларусь мірная. І сітуацыя застаецца падвешанай, будзе вайна ці не будзе. На гэты конт мы пагутарылі з высокакласным прафесіяналам, гэта Аурымас Навіс, экс-высокапастаўлены афіцэр сілаў спецыяльных аперацыяў Літвы, экс-функцыянер НАТО па лініі сілаў спецыяльных аперацый, гэта барацьба з дыверсантамі, тэрарыстамі, самая складаная аперацыя. Вось ён пралічвае рызыкі. Калі ён кажа пра Украіну, то ён нядаўна быў у самых гарачых кропках на самым перадку. Дарэчы, наша інтэрв'ю пераносілася з-за таго, што была пільная сустрэча з Зеленскім, і Аурымас Навіс меўся там таксама прысутнічаць. Дык вось сцэнар, што ў Беларусі з'яўляецца кантынгент расійскіх войскаў буйны, і адбываецца наступ на Украіну, ці магчыма гэта, вось што кажа Аурымас Навіс. Я думаю, что идет информационная война. И когда вот и вы говорите, и Кремль говорит, и так называемая кремлевская оппозиция говорит, что да, вот тут будет уже скоро, там в мае, в июне, в июле большое наступление с российской стороны. Но я всегда спрашиваю, а с чем и с кем они это будут делать? Ну, людей-то насобирают. А вот по поводу техники вопросы есть. Да, людей-то она может собрать, но все-таки их нужно обучить, но самое главное, им нужно что-то дать, с чем-то воевать. То есть, с лопатой не повоюешь. И все-таки я тоже думаю, что те генералы, которые теперь думают про такие операции, я имею в виду российские генералы, такие как, например, Суровикин. Мы его не видим, и мы думаем, что он там где-то уже в тюрьме, не знаю. Но это неправда. Этот генерал, несмотря на его лицо пьяницы, он очень умный генерал. Он спас Южный фронт. Он в Сирии спас режим Асада. И я думаю, что они понимают, и они выучили уроки, что наступление большим фронтом или быстрое наступление. Очень трудно это сделать. И украинцы тоже, два года войны, они научились воевать. То есть быстрого такого наступления я не думаю, что будет. Я знаю, что теперь в Беларуси нет столько войск российских, чтобы не смогли серьезно что-то сделать из северного направления в Киев. Войска Беларуси, я не думаю, что что Кремль рискнет их воспользовать, потому что войска Беларуси не готовы к войне просто. Значит, все это, что мы слышим, это информационная война. То есть Кремль говорит про то, что будет наступление, и чтобы там, знаете, люди боялись, граждане в Украине боялись, вы боялись, белорусы в Беларуси боялись. Вот пока вы говорите, а что будет тогда с Беларусью? Рацыя. Ну, бачыце, чалавек, які нядаўна даследаваў лініі фронта ва ўкраіне, кажа, што варыянт імклівага наступу расейцаў там у траўні ці чэрвені з прарывам лініі фронта, выхадам на аператыўныя прасторы, ён малаімаверны. Адпаведна, перспектывы наступу з Беларусі на Украіну, паўторнага наступу, там ужо гатовая, падрыхтаваная, там сапраўды зацэментаваная мяжа, там вайсковы кантынгент. Наўрад ці нешта падобнае прынесла б нейкі сур'ёзны эфект. І расійскія генералы гэта разумеюць, і не факт, што такі сцэнар адбудзецца. Што тычыцца інфармацыйнай вось гэтай вайны, вось гэтага разгону вайсковай небяспекі, пра гэта мы пагаворым трошкі пазней, это вельмі важна. А цяпер іншы варыянт.
расійскія войскі з'яўляюцца ў Беларусі і наступаюць на Балтыю, таксама задзейнічаныя беларускія, не беларускія, прабачце, лукашэнкаўскія войскі. Пуцін бы вельмі марыў про такую аперацыю. Адрэзаць Балтыю па сувалкаўскім калідоры, так, ці сувалкаўскай прасторы, як просяць сказаць літоўцы, гэта вельмі спакуслівы варыянт. Але наколькі гэта імаверна? Вось Пуціну бы хацелася праверыць сіламі беларусаў, так, каб удар прыйшоўся па Беларусі, каб пачалося ўсё з нейкіх дыверсій. Штурмавікі ў Беларусі на базе ўнутраных войскаў ужо падрыхтаваныя. Наколькі імаверны такі сцэнар, кампетэнтнае меркаванне Аўрыма Санавіса? Я вам скажу, что есть риск диверсии и саботажа. То есть, я думаю, что тут можно говорить про три варианта, может быть. Кремль осенью, зимой в Литве очень старался показать, что вызвольная армия Беларуси, которая как будто действует в Литве и в Польше, в Литве 100 солдат, в Польше более 1000, что это вызвольная армия Беларуси, что они собираются пойти освобождать Минск. Вы сказали о белорусском вызвольном войску, что это агенты ФСБ. Дело в том, что мы знаем об этом проекте. И это проект, знаем людей, которые этим занимаются, да, люди, которые... Нет. Вызвольная армия – это не агенты, но Кремль имеет своих агентов, которые говорят, что мы вызвольная армия. Понимаете? Проект вызвольной армии, если такой есть у патриотов Белоруссии, он направлен на реальное освобождение Минска. Но Кремль, служба внешней разведки и наверняка ГРУ, то есть военная разведка, использует это для своих целей. Да? И когда я говорил про эту диверсионную операцию, я говорил, что это было... диверсанты были бы вызвольная армия, я вот так и показывал, вызвольная армия Беларуси, то есть диверсанты российские, которые бы надели бы все униформы и пошли бы в Беларусь освобождать, да? И это использует Кремль. Мы же понимаем, что это никакая не вызвольная армия Беларуси, что это кремлевские агенты или диверсанты, которые уже есть в Литве. Они могли бы устроить это, то есть пойти через границу Литвы, то есть напасть на Белоруссию, да, и тут уже диктатор Лукашенко уже сказал, что он будет готов, что он может там делать все, что он там захочет. Там и уже и законы есть, как будто нужны какие-то законы, когда есть режим Минска. Вот. И да, это такой вариант может быть, но если уже про это говорит Лукашенко и про это говорит Москва и сама вызвольная армия Белоруссии, значит, это отводка для глаз. Этого не будет делать. Теперь ваш вариант, как вы говорите, вот как-то там, не знаю, не знаю, перебросит там 3, 4, 5 дивизий из России, и вот они из Беларуси пойдут на страны Балтии. Но вы понимаете, что ни 3, ни 5, ни 2 дивизии это сделать не может. Если говорить с военной точки зрения, то если это не диверсия, конвенционная война, мы должны говорить про человек 150 тысяч, чтобы Россия думала про оккупацию стран Балтии. Такие просто нет такой орды. Все войска, сухопутные войска, которые могут воевать, они сейчас находятся в Украине. Это просто. И про такую конвенционную атаку просто сейчас это мы не можем говорить. Значит, остается вариант третий, который вот вы говорите, это может быть. То есть диверсионные действия и саботаж уже агентов, которые находятся в Литве или в странах Балтии. Вы знаете, что мы впустили в Литву с начала полномасштабной войны более
200 тысяч людей из бывшего Советского Союза. И если мы, наши спецслужбы так старались посмотреть, что это за люди, то есть если это были граждане Беларуси или России, то когда мы говорим про все страны, Казахстан, Таджикистан и все другие страны, их не так уж и проверяли, потому что это не Россия и не Беларусь. С моей точки зрения, это глупство, потому что ГРУ или СВР может сделать паспорта в 10-15 минут, и граждане России, которые профессионалы-диверсанты, они могут иметь паспорта Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и других стран. Значит, диверсанты уже, мы можем говорить про это, что они уже может быть в Литве. И вот если мы говорим про них, да, это может случиться. И вполне серьезно мы тоже такой вариант рассчитывали и рассчитываем теперь. Но все такие действия должны быть, их надо сделать так, чтобы все-таки альянс не мог бы опираться на 5-ю статью. Потому что если альянс примет решение, что это уже нападение на все НАТО, это конец. Это конец России. И в Кремле это понимают. Они этого не хотят. А так себе сделать диверсию и надеяться, что, ну вот, может быть, как-то альянс не решится на 5-ю статью, или там кто-то, Венгрия или там Словакия, даст слабо, и как-то альянс разрушится, но это очень-очень малая вероятность. А Путин, коллективный Путин, он и сам Путин, конечно, он сам как лицо, он боится альянса. Он и ГРУ, и Генштаб России, и СВР, они все-таки не так уж слабоумны, как нам кажется. Они все-таки делают анализ и смотрят, какая вероятность, что им получится. И если вероятность не так уж велика, что им получится, они этого просто делать не будут. Потому что если ты делаешь диверсию, если ты делаешь саботаж, значит, в странах Балтии, в Литве, например, начинается паника, наверное, экономический коллапс. То что из этого? Понимаете? Должна быть какая-то из этого выгода Кремлю. Если потом ничего, то есть Кремль ничего этого не получает, тогда что? Европейский Союз даст нам денег, чтобы отстроить экономику, и что Кремль боится, что Альянс тогда что сделает? Тут уже будет не бригада германская, а дивизия, что все-таки Запад поймет, что ну хватит уже с Кремлем, надо заканчивать. Значит, теперь не так уж и много помощи поступает от Запада в Украину. А если не получится, это диверсия или саботаж, и тогда Запад поймет, что все-таки надо дать все, что мы можем Украине, чтобы она победила. И вот этого сценария, я думаю, Кремль боится. Господин Навис, но тем не менее в Беларуси готовятся на базе внутренних войск, Министерства внутренних дел, готовятся отряды спецназа, якобы внутренние войска внутри страны там чем-то заниматься, да, там сотни вагнеровцев, бывших в рядах вот этих вот подразделений, но и это штурмовики, там готовят штурмовиков. Да. Если вдруг случится вариант, все-таки будет реализована некая военная провокация, Да. там как диверсанты они попадут на территорию Литвы, например, что-то подобное произойдет, такая провокация их руками. Мгм. Какие будут последствия для Беларуси? Вот про то, что вы говорите, что я знаю, мы насчитываем
это цифры, которые есть не засекречены, то мы говорим про силу около 3000 людей, солдат, штурмовиков. И да, это сила, которая серьезная, потому что, вы правильно говорите, мы так считаем, что в эти подразделения тоже входят вагнеровцы, которые уже воевали, которые знают вкус крови, которые могут убивать, резать. Они знают, что такое, что такие военные действия. А, И да, конечно, 3000 штурмовиков не является большой угрозой ни Литве, ни Польше, ни Альянсу. Они могут быть использованы только в соединении с чем-то, что вы говорите, с диверсиями, с конвенционной атакой какой-то. Но это бы означало войну, войну с Альянсом. То есть это мы должны понимать очень четко. Полномасштабную войну. Это уже война, да. Может быть, и не полномасштабная, но если 3000 штурмовиков пошли бы, да, не только они, потому что только 3000 не может, но там, скажем, еще там 10 тысяч россиян, не знаю. Но это уже означает, это не полномасштабная, но война, военные действия с Альянсом. И, конечно же, что тогда Белоруссия, как союзник России, была бы, конечно же, врагом. Это я могу сказать очень четко. Врагом Альянса по 5 статье. Это означает, что да, было бы означало, это бы означало войну. Но этого боится Кремль. Не хочет этого. Вы зразумелі, што момант з дыверсіямі магчымы, але далёка не факт, таму што які будзе эфект. А нарвацца можна па поўнай праграме. Тым не менш Крымлю вось гэтыя вось штурмавікі Карпянкова, яны вельмі патрэбныя, яны добра падрыхтаваныя на выпадак розных сцэнароў. Па-першае, все-таки нейкія гібридныя правакацыі, калі яны будуць праводзіцца, вось ёсць падрыхтаваныя людзі. Калі будуць дыверсіі ў бок прарасійскага рэжыма ў Беларусі, для стрымлівання яны таксама патрэбныя. Трэці момант, вы самі бачыце непрыкрытым вокам, што паміж Пуціным і Лукашэнкам зноўку нарастае эскалацыя. Это павінна было адбыцца. Я чакаў, што яшчэ там перад электаральнай кампаніяй у Беларусі гэтага не адбылося, но это непазбежная рэчаіснасць. І вось той інструмент, які можа знішчыць Лукашэнку, тым больш, што унутраныя войскі ён не кантралюе ў поўнай меры. Раду бяспекі Вальфовіча ён не кантралюе ў поўнай меры. Карпенкоў і Вальфовіч партнёры. І настане той момант, калі это будзе самая вялікая небяспека для Лукашэнкі. Але пакуль Лукашенка, можна сказаць, на кані, ён все-таки праводзіць, значыцца, раскручвае вайсковую рыторыку па просьбе Кремля. Для чаго гэта робіцца? Для чаго вядзецца гэтая інфармацыйная вайна? Кремль всегда делает и думает про так называемую многоходовку, да? Значит, если мы уже тут говорили про диверсионные какие-то, не знаю, операции в странах Балтии, чтобы они получились, нужно, чтобы люди были в напряжении, то есть чтобы население паникировало. Потому что физической угрозы сама диверсия, ну, нет никакой, понимаете? 50 диверсантов, ну, 500 диверсантов в Литве. Ну, это же 10 часов, ну ладно, 2 дня, мы их уничтожим. Но если люди будут паникировать, если они будут там делать то, что хочет Кремль, вот тогда эта диверсия получится. А если все будут делать, как и работать, как, знаете, делать то, что надо, тогда не получится диверсия. Это первое. Второе, это самое главное, я думаю, что пока мы думаем про угрозу в странах Балтии, в Польше, в Финляндии, Альянс тогда и лидеры это и говорят, что ну вот, знаете, мы не можем там поставлять оружие в Украину, потому что нам самим нужно. В Западе мы имеем больше 100 систем Patriot.
Это оружие противоракетное и ПВО. А, И мы не поставляем, и мы не даем этих систем Украине. Мы дали 5 систем. 5. А 100, больше 100 систем у нас в Западе. На это Кремль и рассчитывает. То же самое с дальнобойной артиллерией, Хаймарсами, да. Ну, есть, и в Литве даже есть, и в Польше, и в других странах. Мы имеем Хаймарс. Но весь Запад дал только, только знаю, 27 систем Хаймарсов Украине. Это ничтожество, это очень маленькие цифры, потому что мы думаем, Кремль нас заставляет так думать, наших политиков, наших лидеров, что нам нужно иметь самим. Да? А весь хлам старый там мы выбрасываем, отдаем Украине. И мы говорим, ну вот вы там воюете, пожалуйста, с танками, леопардами первыми, да, которые там заржавели, их надо отремонтировать капитально. Потому это правда, это факт. Да? Но а вот все другое мы оставим себе. И мне кажется, что это очень большой абсурд, понимаете? Вот у соседа горит дом. Да? Вот вместо того, чтобы мы пошли все дружно и этот пожар утушили, мы говорим, ну пусть горит, давай вот дадим соседу ведро, а сами будем тут вот сидеть, и вот когда уже пожар придет на наш дом, вот тогда мы будем что-то делать. Ну это же абсурд. И вот вы сказали про ядерное оружие, этот нарратив, который я просто, ну, все понимают, что это чушь, но шанс, что Россия использует, вероятность, что Россия использует ядерное оружие, очень маленький. Но все понимаем, мы все боимся этого. Вот если это случится, вот что тогда будет? В 2019 году, по-моему, все думали, что Жириновский был такой, знаете, чуть-чуть, но он очень умный человек был. Он просто, его персонаж был такой, да. Он уже, то есть он тогда, там есть документальный фильм про него, и он там говорит, что Россия слаба технически, технологически, по военной мощи, экономически, люди там отсталые. Но у нас есть, говорит Жириновский, ядерное оружие. А Запад имеет одну слабость. Он очень боится. То есть граждане, они очень боятся ядерного оружия. Вот на это надо гнать. И Кремль это делает. И вот вы правильно сказали, что да, обязательно Кремль этот шантаж, ядерный шантаж, информационный, он будет его всегда использовать, потому что лидеры западных стран, они понимают, что, ну, а если это случится? Есть шанс, очень маленький, но есть. Вот и все. И Кремль будет на это гнать. Господин Навис, на Западе, вот у меня было интервью с Павлом Латушко, и он написал честно, вот, что на Западе побеждает тренд, что лучше с таким Лукашенко, чем без него. Что все-таки он там контролирует Беларусь и так далее. Но человек участвует в стратегическом диалоге с Соединенными Штатами Америки, общается там с министрами на самом высоком уровне и описывает, вот, что есть такой тренд. В 2015 году этот тренд победил, имели дело с Лукашенко. И вот в итоге это пришло к нападению на Украину с территории Беларуси, к размахиванию ядерным оружием. Есть оно, нет в Беларуси. Инфраструктура готова вроде как, да, и в случае чего может и такой быть задействован сценарий. К мигрантскому кризису. И все равно с Лукашенко. И торгуют по полной программе сегодня, и помогают России его руками санкции обходить полным ходом. И товары двойного назначения в Беларусь поступают, якобы в Беларусь там или в какие-то третьи страны, идут в Россию и используются в военной промышленности. И все имеют дело с Лукашенко. Вот что с этим делать? Как вы думаете, как выкрутиться с этой ситуации, когда, наконец, Запад перестанет на те же грабли наступать? Это не вопрос, не такой уж и большой вопрос, почему Запад так относится к Лукашенко, если он также относится к Путину. Вот вы говорите про санкции. Но разве это
как мы можем говорить про работающие санкции, если все-таки мы тоже знаем, что Россия, и вот это сведения этой недели, что Россия продает нефть, баррель $75, но санкции $60, да? И все это знают. Мы все знаем, что нельзя как бы ам, продавать России, ну не знаю, а, детали транспорта. Но даже та же самая Литва продает Таджикистану. У нас процент торговли с Таджикистаном вырос в 10 раз за прошлый год. Что там случилось? Мы там уже полюбили Таджикистан очень больно? Нет. Это же таможенный союз, то же самое. И все эти продовольствия, все эти товары, идут в Россию. Вы знаете про realpolitik. Это термин, который придумал, или не знаю, может не придумала, но она стала его говорит Меркель, что вот realpolitik, что вот там, да, вот мы там говорим про всякие там дела, хорошие там права, но есть реальность. Так вот, да, мы хотим, что вот Украина победила что-то, но реальность такая, что мы, как вот Запад говорит, мы за то, чтобы Украина победила, но Россия не проиграла. Что это за чушь? Как это может быть? Также говорили про Советский Союз. Не хотим распада, кто будет ядерное оружие контролировать, бла-бла-бла, но распался. Дай бог, чтобы распалось и на этот раз. Мы будем говорить с Лукашенко, потому что Лукашенко все-таки по пониманию Запада и по факту он контролирует Беларусь, то есть Лукашенко. И вот Запад думает, что да, лучше вот медленно, но идти таким путем. Э, Да, есть такой шанс. Есть такой шанс, что 1%, что Россия и Беларусь, и Путин там поменяет Путина кто-то, или Лукашенко кто-то в Беларуси, а Путина в России. И тот, кто поменяет, он как-то, не знаю, станет демократом. Ну, есть такой шанс. Ну, бывает. Бывает, я думаю, в Беларуси, что в июле бывает снег. Да. Но 99% я думаю, шансов таких нет. И я человек военный. Я думаю, что когда мы танцуем вокруг стола, да, тогда диктаторы в Кремле, в Минске, они смеются. Нам надо... И это очень большая проблема. Я не имею ответа. Мы делаем анализ, мы с коллегой, я езжаю в Берлин, в Лондон, в Рому. Мы говорим в среднем не с самыми высшими политиками, но вот с средними. И они даже это понимают, но они говорят, а как же нам убедить наших выбирателей? Может быть, Путин сделает все-таки какой-то радикальный шаг и тогда убедит всех в том, что это была политика ошибочная. Хоть Армагеддона бы не хотелось, конечно. Господин Навис, ну вот все-таки, как вы считаете, нашим вот людям, белорусам, которым я 2 месяца разгонял, сгущал тучи, что вот есть военная опасность, нужно готовиться, и даже вот в таком бытовом плане, на всякий случай, там запасы продуктов, пару канистр с топливом, тревожный чемоданчик, портативная газовая горелка с баллонами, все это нужно хранить. Ну вот я этим занимался, я честно вам признаюсь. Вы, возможно, вы улыбаетесь как профессионал, ну вот как такой худший сценарий. Но как вы считаете, нашим людям в Беларуси, мирным, я имею в виду, им можно выдохнуть? Знаете, я не знаю. Я общаюсь с людьми, которые имеют здесь политическое убежище в Литве, и которым есть реальная угроза в Беларуси. Все они говорят, что ваши мирные граждане, они как бы у них нет больше воли и силы противостоять режиму, как-то брать коктейли Молотова или, не знаю, там оружие и свернуть режим в Минске и вот быть свободными. Я это слышу от них.
от этих людей, которые здесь, в Вильнюсе, в Литве. Я не могу сказать, правда это или нет, но я знаю, что в истории так бывает. Так всегда было, что когда все-таки жажда свободы становится важнее своей жизни, персональной жизни, тогда эти люди берут оружие, берут канистры, берут коктейли Молотова, и они уже, им все равно, они идут и делают то, что нужно сделать. Я думаю, что мне легко это говорить. Я не живу в Беларуси. Я не знаю, как там. Я могу себе представить, но я не знаю. Но я думаю, что если, хоть, не знаю, 300 тысяч человек этого сделали, то нет столько тюрем, нет столько спецслужб в Беларуси у Лукашенко, чтобы они сумели противостоять народу. И вот если все эти люди встали и пошли бы на режим, они бы победили. Господин Навис, большое спасибо вам за ваше мнение, за анализ. Вы человек, который профессионально занимается моментами, связанными с безопасностью, понимаете геополитику, везде бываете. Я думаю, что нашим зрителям было полезно очень вас послушать. Спасибо вам. Спасибо вам, спасибо, что вы есть. И я желаю вашему народу побыстрее это сделать, свергнуть режим. Шановные сябры, я падсумую. Калі сыходзіць з вайсковай логікі, то, канешне, наступ з Беларусі, ці нейкія гібридныя правакацыі з Беларусі, яны падаюцца нелагічнымі, але давайте помніць, што калі казаць пра Пуціна, то многія рэчы, якія ён рабіў, былі нелагічныя. І таму вельмі пажадана настройвацца на самыя розныя сцэнары, каб потым падзеі не сталі такой жудаснай, шакуючай рэчаіснасцю, каб не было панікі, каб мы проста былі да ўсяго да гэта падрыхтаваныя на всялякі выпадак. Другі момант я ўжо ад сябе дадам, Аўрымас Навіс пра гэта не казаў, што Лукашэнкі наступаюць вельмі цяжкія для яго часы. Раней я разважаў, я чакаў, што вот электаральная кампанія, якая была, што там могуць быць цікавыя рэчы. Але прэзідэнцкія выбары менш чым праз год, і Лукашенко на нашых вачах для Крымля робіцца незручнай фігурай. Ён, канешне, вельмі па-майстэрску балансуе цягам сваёй палітычнай кар'еры, але ўжо даваў збой перад 2020 годам, і зараз, я думаю, што можа дабалансавацца. Вялікая небяспека яго чакае. Я думаю, што будуць вельмі такія пакручастыя сцэнары. Але што ад гэтага нам? Так, пакуль Беларусь у расійскай арбіце, то Лукашенко не Лукашенко, вялікая розніца няма. Але тэндэнцыя будзе мяняцца, паверце мне, што Беларусь у расійскай арбіце, вы ведаеце, на захадзе пасля таго, што Расія ўтварыла і гэты наступ з беларускай тэрыторыі, яны паціху пакрысе разумеюць, што это вельмі такі важны пазл увогуле у абароне Еўропы, у абароне заходняй цывілізацыі, тэрыторыі Беларусі. Яны будуць усё адно рабіць усё магчымае, каб вырваць Беларусь з расійскай арбіты. Вось пабачыце, а калі да ўлады прыйдуць такія людзі, як Дональд Трамп, ён пэўна будзе займацца беларускай тэмай, а калі кіраўніком НАТО стане Клаус Іоганес, 100%. Это чалавек, які мысліць катэгорыямі інтэрмарыуму, і Беларусь будзе у сур'ёзнай павесцы. Таму вы нават не ўяўляеце сабе, якія цікавыя падзеі нас чакаюць. Нічога не скончылася, не разлічвайце, што будзе замарозка, все застанецца так, як ёсць, падзеі будуць цікавымі, заставайцеся з рацыяй. Рацыя.